день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш семинар по разработке учебных планов по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, входящих в перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, то есть перечень ТОП-50. У вас было много вопросов, связанных с формированием учебных планов по новым стандартам. Все свои вопросы вы направляли в адрес Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми. Министерство переадресовало нам ваши вопросы, и с учетом ваших пожеланий, с учетом ваших вопросов, мы сегодня проводим наш семинар. Наш семинар будет носить не только теоретический, но и практический характер. По первому вопросу с вами будет работать Любовь Ивановна Шкурлей, старший методист Центра научно-методического сопровождения программы проектов в области образования Коми Республиканского института развития образования. По второму и третьему вопросу мы пригласили наших коллег из Сыктывкарского государственного университета имени Петирима Сорокина. Они представят вам свой опыт моделирования программ по ТОП-50 и расскажут о наиболее серьезных подводных камнях, которые в этом кроются, о тех проблемах, которые могут возникать при разработке учебных планов по ТОП-50. И вы можете также задать свои вопросы. Я желаю вам продуктивной и конструктивной работы. Все те, кто подключился к нам онлайн, также могут присылать свои вопросы, писать их в чате и получить на них ответы. Если вдруг сегодня мы не сможем дать конкретный ответ на ваш вопрос, все ваши вопросы будут обработаны и представлены на них ответы в виде инструктивного письма, которое мы направим в образовательные организации. Кроме того, мне бы хотелось сегодня сказать о том, что мы предлагаем вам программы, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. Вот одна из наших новых программ, которая представлена в листовке, это программа «Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации. Технологии создания и сопровождения». Кроме того, свои заявки на обучение вы можете также оставить Любовь Ивановне, она передаст их нам, и мы свяжемся с вами по поводу организации обучения по той тематике, которая для вас наиболее актуальна. Я передаю слово Любовь Ивановне для начала вашей работы. Уважаемые коллеги, меня хорошо слышно? Слышно? Ну что, прежде чем мы с вами приступим непосредственно к нашей тематике, а именно к вопросам по разработке плана, давайте мы с вами посмотрим, каковы же у нас принципиальные отличия стандартов по ТОП-50 от тех действующих стандартов, по которым вы работаете. Если вы анализировали эти стандарты, вы, наверное, сами определили и видели те принципиальные отличия, которые есть. ТОП-50 претерпел существенные изменения, но тем не менее он все так же соответствует нашему закону об образовании, в частности, части 3 статьи 11, и определяется существенными требованиями к образовательной программе образовательного учреждения. Так вот, во-первых, требования предъявляются к структуре основных образовательных программ, да, то есть соотношение обязательной части основной образовательной программы и той части, которую формируют участники образовательных отношений по объему, по содержанию и так далее. Кто у нас является участниками, кроме образовательной организации?
Это, конечно же, работодатели и, конечно же, сами обучающиеся, и в том числе обучающиеся, у которых у нас сегодня есть определенные проблемы. Я говорю об обучающихся с ОБЗ и с инвалидностью, потому что вы тоже в рамках этих программ должны учитывать особенности обучающихся. Следующее требование – это к условиям реализации основных образовательных программ, да, в частности, в отношении кадров, обеспечения кадровой политики, финансовому обеспечению, материально-техническому обеспечению и прочим условиям, которые требуют от нас стандарт. Ну и, естественно, к результатам освоения основных образовательных программ. Требования тоже предъявлены. Каковы же характерные особенности, да, в ГОС по ТОП-50? Вы знаете, что виды деятельности и профессиональной компетенции разработаны уже в новых стандартах с учетом опыта, и в том числе и международного опыта, и в том числе с учетом профессиональных стандартов. Сегодня все говорят о профессиональных стандартах, о включении профессиональных стандартов, в том числе и в программы наши, да, и, естественно, мы не можем не учитывать этот момент и понимать, что профессиональные стандарты принимаются, есть реестр профессиональных стандартов, и если по вашим программам еще не приняты профессиональные стандарты, то, возможно, они будут приняты в ближайшем будущем, и, конечно же, вы должны их учитывать. Кроме того, следующая особенность – это изменена номенклатура и ориентация общих компетенций. Вы видели, что появились две общие компетенции – ОК-10, ОК-11, которые предъявляют требования к обучающемуся и, в частности, в отношении знания языка иностранного в обязательном порядке, да, и к ведению своей дальнейшей деятельности, в том числе знания в отношении формирования неких базовых компетенций, у него знаний по… Скажите мне… Чтобы он мог включаться в том числе и в бизнес-планирование, да, чтобы он включался в деятельность не просто как работник, да, но и как тот человек, который понимает структуру бизнес-процесса и может предпринимательской деятельности. Господи, слово вылетело из головы, спасибо. Так. Кроме того, есть определенная свобода у образовательных организаций в отношении формирования структуры и содержания образовательной программы в части вариативной. Да? То есть по профессиям у вас есть 20%, по специальностям 30% вариативной части, где вы можете изменять и включать и добавлять не только отдельные компетенции, профессиональные компетенции, но и формировать какой-то вид деятельности, если вам это необходимо и есть запрос работодателя. Кроме того, определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчика рабочих кадров. То есть, если вашему работодателю необходимо какие-то более короткие сроки обучить вашего обучающего, вы, конечно, вашего специалиста, вы, естественно, должны быть достаточно гибкими и учитывать эти требования тоже. Следующая, да, характерная особенность стандарта по ТОП-50 – это требования к вашим кадрам. Да? То есть обратите внимание, что те педагоги, которые реализуют программы профессиональных модулей, у них должно быть не менее 25% сотрудников вашего штата, у которых опыт работы в организациях соответствующих, да, не менее 3 лет. Ну и еще одно нововведение – это, конечно же, вид проведения государственной итоговой аттестации – это демонстрационный экзамен. Вы о нем все слышали, знаете, и, может быть, какие-то организации уже применяют этот опыт и используют. Конечно же, структура макетов в ГОС СПО по ТОП-50 определяет важнейшую роль примерной основной образовательной программы. Но вы знаете, что не все примерные основные образовательные программы на сегодняшний день утверждены, но есть реестр, и у меня на последнем слайде будет, где можно посмотреть. Это реестр программ. Если у вас нет примерной программы, вы, конечно же, ориентируетесь на что? На стандарты. На основе этого стандарта разрабатывайте свою основную образовательную программу. Так вот, примерная программа призвана, да, определить конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части образовательной программы,
С учетом примерной программы образовательная организация определяет тот перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплины модулей образовательной программы, учитывает в соответствии с примерной программой требования к содержанию, объему, структуре, к выпускной квалификационной работе. Естественно, эти все моменты должны быть прописаны в примерной программе. Вы знаете, что примерные программы разрабатываются, разрабатываются специалистами высокой квалификации, которые входят в ФУМО, и сегодня, к сожалению, не успевает этот процесс, да, то есть примерные программы не успевают разработать, потому что у нас бизнес идет все-таки впереди системы образования, к сожалению, немножечко отстаем, поэтому образовательным учреждениям сегодня приходится несколько трудно и приходится самостоятельно искать выходы из этой ситуации и разрабатывать самим свои программы. Кроме того, примерная программа помогает образовательным организациям сформировать свой фонд литературы, да, то есть те учебные издания рекомендованные, которые есть в примерной программе, вы активно можете использовать в своей работе. Ну и, конечно же, это рекомендации по материально-техническому, учебно-методическому обеспечению реализации ваших программ. Таким образом, формирование указанных требований в примерной программе прежде всего обусловлено теми меняющимися потребностями рынка труда. Да, непосредственно эти изменения должны отражаться при подготовке рабочих кадров с применением в том числе нового оборудования. У нас иногда бывает такая ситуация, что мы готовим, у нас есть хорошая база, мы имеем возможность подготовить высококвалифицированных сотрудников, но он приходит на работу, а там обратный процесс, да, то есть он не может использовать свои компетенции для того, чтобы работать и на полную мощность, так сказать, показать свой уровень квалификации. Теперь посмотрите, здесь ссылочка есть на федеральный реестр примерно основных образовательных программ, где вы можете взять, если есть необходимость, по тем основным программам, которые вы реализуете. Если нет, то, как я уже сказала, вы разрабатываете на основе самих стандартов вашей программы. Если вдруг какие-то будут вопросы, давайте, могу сейчас ответить, либо перенесем, в конце у нас есть блок «Ответ на вопросы». И сейчас я хочу передать слово Елене Васильевне Яковлевой, которая уже более подробно вас познакомит с нормативной базой введения стандартов. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность пообщаться с коллегами, потому что реализация образовательных программ из перечня ТОП-50 достаточно, на мой взгляд, сложный процесс. Естественно, у меня и у моих коллег, наверное, возникают вопросы в части реализации таких программ, как, впрочем, и новых актуализированных ГОС, которые сейчас будут вступать в свое действие. Вы знаете, что по ним, то есть по ряду таких программ мы уже начинаем подготовку с 1 сентября. И на самом деле эти программы из перечня ТОП-50, они абсолютно по аналогии выстроены. Я расскажу из нашего опыта лицензирования программ из перечня ТОП-50, потому что вы лицензируетесь на территории Республики Коми, поскольку Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, то есть соответствующая служба, она имеет такие функции. Мы лицензируемся в Федеральном Рособорнадзоре, и в течение только 2018 года не только по перечню ТОП-50 были вопросы на стадии лицензирования, то есть сейчас скажу какие, на что следует обратить внимание, на то, на что, может быть, мы с вами не обращаем внимания, то есть когда читаем стандарты или когда читаем примерную образовательную программу, но на это очень жестко обращает внимание надзорный орган, который, то есть, приезжает, например, университет проверяет только Федеральный Рособорнадзор, то есть не министерство региональное. Поэтому, то есть тут все проверки очень жесткие, требования очень жесткие, и те незначительные фразы, на которые мы не обращаем внимания с вами, они зачастую могут являться тем камнем преткновения, которое может лишить учреждения либо лицензии, либо госаккредитации. И такие примеры у нас по нашим коллегам по федеральным вузам на территории других регионов есть, когда незначительное, то есть одну фразу не заметили, где-то какое-то требование не выполнили, и это не дает права учреждению, то есть получить государственную аккредитацию, соответственно, выдать документы государственного образца.
Ну и происходят в том числе процедуры постлицензионного контроля. Буквально на прошлой неделе у нас были эксперты, 4 эксперта из Рособорнадзора, которые сказали, что получение учреждением лицензии это еще не все. В течение года они имеют право выехать на постлицензионный контроль и посмотреть осуществление этой деятельности. И смотрят при таких проверках они наличие всего того, что заявлено в стандарте, уже, то есть на стадии получения лицензии. То есть лицензия это не просто протокол о намерениях, то есть мы хотим с вами осуществлять подготовку по какой-то специальности среднего профобразования. Лицензия это когда у вас уже все, мат-обеспечение, программное обеспечение, библиотека, образовательная программа, то есть у вас уже все готово. Так, продолжим. Итак, попросили мои коллеги остановиться на нормативной базе. Мы в своих презентациях, естественно, учли те вопросы, которые поступили. Моя коллега Ольга Васильевна Гуцалюк, замдиректора колледжа по учебной работе, остановится на тактических вопросах, связанных с формированием блоков по самостоятельной работе, вариативной части в учебных планах. То есть она занимается непосредственно тактикой, непосредственно разработкой учебных планов. Но, естественно, все спорные вопросы она обсуждается в нашем учебном управлении, потому что вопросов возникает много. Но я хочу обратить ваше внимание на формирование не только учебного плана, это все-таки, наверное, один маленький кусочек того, что должно быть в образовательной программе в соответствии с постановлением правительства об информационной открытости. Все образовательные программы мы с вами вывешиваем на сайт, и любой поступающий на стадии поступления или обучающийся имеет право с этими программами ознакомиться. Естественно, по содержанию этих программ к нам с вами могут быть вопросы. В части нормативной базы, то есть чем мы руководствуемся, когда разрабатываем образовательные программы. Ну, прежде всего, Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Кроме того, есть для программ среднего профобразования приказ Минобрнауки об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности, то есть обязательный документ, который мы с вами используем в своей работе. Есть порядок проведения государственной итоговой аттестации, порядок организации практики обучающихся. Естественно, федеральные государственные образовательные стандарты среднего профобразования и в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО мы с вами черпаем информацию о примерных основных образовательных программах, которые уже утверждены и которые мы должны использовать при разработке. Какими методическими документами при этом можно пользоваться? Есть письмо Минобрнауки, я думаю, что вы знаете, о метод-рекомендациях по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профобразования по 50 наиболее востребованным перспективным профессиям и специальностям. То есть там раскрыты те нюансы и те необходимые моменты, на которые следует обратить внимание. То есть, коллеги, я думаю, что я презентации все оставлю, вы потом участникам семинара разошлете, да? То есть и выложите, то есть мы специально готовим, да, в общий доступ. И было очень много вопросов по включению дисциплин программ общего образования, то есть когда ребенок поступает на базе основного общего образования, то есть что вот с этим моментом необходимо делать, на основании каких документов необходимо разрабатывать вот этот блок. Сразу скажу, опыт в этой части университет имеет небольшой. Мы считаем, что это не наша зона, мы все-таки учим на базе 11 классов. Один раз мы в эту зону только заходили, к нам пришли программы с педагогического института, когда у нас обучающиеся учились на базе 9 классов. Но в части этого, во-первых, есть нюансы прямо в самом федеральном стандарте, то есть там оговорено, что же у вас должно быть в образовательной программе. Есть порядки организации образовательной деятельности, ссылки, что вы разрабатываете на основе ВГОС общего образования и соответствующего ВГОС СПО. И есть профильное письмо Минобрнауки от 17 марта 2015 года, я его тоже на слайде показала, о направлении рекомендаций по включению вот этого вот блока, связанного с освоением основного полного общего образования, о включении этого блока в образовательные программы среднего профобразования. Я посмотрела, там это письмо снимает и те вопросы, которые вы задавали по перечню дисциплин, которые включаются, то есть сколько их там должно быть, в каком объеме они должны быть реализованы. Там все ответы на вопросы есть. Кроме того, я знаю, что на территории региона сегодня моделируется профессиональное сообщество, которое будет работать с федеральным ФУМом среднего профобразования. То есть это будут наши коллеги, которые будут создавать, не знаю, ФУМО на территории региона, некую координационную рабочую группу. Я думаю, что диалог тех средних профессиональных образовательных учреждений, которые имеют такой опыт, то есть обсуждение замов по учебной работе, то есть между собой. Мы точно так же делаем это с федеральными вузами, если у нас возникают вопросы. По части, например, включения таких дисциплин, мы также звоним нашим коллегам в другой федеральный вуз, а какой у вас опыт?
еще в какой-то. То есть собираем, аккумулируем весь материал. Работаем на сравнение. То есть хорошая практика, когда есть с кем пообщаться. А как у вас? А как у вас вот этот блок? А вы на что ориентируетесь? Кто-то, может быть, видит какие-то новые разработки, кто-то обращает внимание на какие-то нюансы, которые, может быть, мы с вами не замечаем в федеральных стандартах или в нормативных документах. Это очень хорошая практика, то есть пообщаться с коллегами. Ну и я привела для примера сайт ФУМО СПО. Там на самом деле есть и презентации, есть и методические материалы. То есть это же не запрещено, это федеральный сайт. Мы точно так же используем сайты ФУМО по высшему образованию. То есть если нам необходимо посмотреть методические материалы в этой части или посмотреть презентации. Кроме того, там есть возможность задать вопросы. А вопросы, я думаю, что у нас с вами в части подготовки и реализации появятся. То есть если кто-то из вас уже начал подготовку по программам из перечня ТОП-50, то есть сразу скажу, пройдя в течение года лицензирование, мы сейчас открываем подготовку по 3 программам. 2 из 0,9 группы информатика и вычислительная техника, и 1 по 10 группе. Но это ничего не значит, я проанализировала ряд стандартов из перечня ТОП-50. Технологии практически одни и те же, но с небольшими нюансами, потому что стандарты действительно в некоторых частях немножко разные. Но на самом деле работать на аналогии, посмотреть другой стандарт, а как там то же самое, то есть то, что вызывает у вас сегодня вопросы, это тоже очень хорошая практика. Здесь же привела федеральный реестр примерных образовательных программ среднего профобразования, то есть прямо с гиперссылкой на этот сайт, где вы можете ознакомиться с этим реестром примерных программ. Но в чем возникает нюанс? То есть если по программам высшего образования, которые мы реализуем, в порядке организации образовательной деятельности по высшему образованию написано, как только программа включена в реестр, а вы получив стандарт, уже разработали программу, уже повесили на сайт, уже принимаете обучающихся, и вдруг программу включают в реестр. У нас-то в документе хорошо написано, что мы обязательно ее должны использовать в следующем календарном году. То есть мы сейчас летом спокойно осуществляем прием, если даже вдруг выходит примерная программа, мы на нее не смотрим. Мы не обязаны этих обучающихся перевести на эту программу. Мы будем к следующему приему разрабатывать программу уже с учетом этой примерной. В среднем профобразовании я вчера все пролазила, я не нашла такой оговорки, я думаю, что... Но я 464 посмотрела, и я не увидела эту фразу пока. То есть точно так же. То есть это определенный плюс, это дает нам время немножко. Потому, да. Даже не так там дается, что отсутствует, значит, на право. Нет, естественно, при отсутствии программы мы разрабатываем с вами по федеральному государственному образовательному стандарту. Возникает нюанс, когда утверждают примерно. То есть я не увидела этой фразы, дающей нам право только в следующем году учесть. Да. Это вам так кажется, потому что мы в эту историю уже играли с введением стандартов ГОС-3+ по высшему образованию, когда за 2 недели до выпуска уничтожается старый стандарт, он прекращает свое действие и включается новый стандарт. А в новом стандарте появляется преддипломная практика, которая не предусмотрена. Еще какие-то нюансы, и федеральный орган нас обязывает перейти на этот стандарт, выдать диплом по этому стандарту. Это вам кажется, что закон... И все образовательные программы 4-5 лет назад приема перевести на этот стандарт. То есть не надо думать, что если фразы нет, значит, я не нашла. Также, если есть фраза. Есть ссылочка на то, что основная программа, она утверждается 1 раз. Начали обучение, то заканчивать. Учебный план вы не имеете права переделывать в процесс обучения. Вы его начали, и этим же закончили. Поэтому, да. По какому учебному плану они начали, по такому и заканчивают. Я думаю, что это предмет нашего, в том числе, обращения в федеральное ФУМО, все-таки за разъяснением жестким, потому что, говорю, жестко в документах. У нас в 301 приказе жестко стоит. У вас в 464 я такой фразы не нашла. И, на наш взгляд, абсолютно адекватно, да, что закон обратной силы не имеет. Я вам показала элементарный пример. Когда имеет, и только сейчас стандарты в ГОС 3.2+ по высшему образованию действительно внедряются с момента их публикования. И не распространяются на тому назад 4 или 5 лет. Но такое было, и такая практика у министерства была. Поэтому я просто прошу в этой части быть немножко аккуратнее. Потому что это тоже, говорю, может являться основанием для неаккредитации.
Кроме того, требования к образовательной программе среднего профобразования, то есть коллега наша уже озвучила те основные моменты, которые обозначены в том числе 464 приказом, то есть в чем отличие образовательных программ по ТОП-50 и образовательных программ, которые у нас были ранее, но есть обязательные подходы, которые работают и в том и другом случае. Это из чего состоит образовательная программа, из чего состоит учебный план. Это все поименовано в 464 приказе, я подробно останавливаться не буду. Это пункты 11 и 12, вы с ними достаточно, я думаю, подробно знакомы. Теперь в ГосСПО по ТОП-50 обращу внимание на те положения, которые, на мой взгляд, являются дополнительными, не всегда бросаются в глаза при разработке образовательных программ. Но мы на это должны обратить внимание, потому что это, собственно говоря, становится камнем преткновения. И по многим вопросам мои коллеги из федеральных вузов, в том числе реализующих программы СПО, сейчас обращаются. То есть мы между собой общаемся, а как вы эту часть описали, как вы эту часть описали, потому что в отношении них тоже всевозможные надзорные проверки проводятся. Это первая позиция, что получение среднего профобразования допускается только в профессиональной образовательной организации или в образовательной организации высшего образования. То есть тот вариант, когда у нас лицо там в формате самообразования, он там что-то экстерного, а потом к нам только на промежуточную государственную итоговую, с этими стандартами не работает. И на это обращают внимание методические рекомендации, которые я уже упомянула. Кроме того, требования к результатам освоения в части профкомпетенций на основе профстандартов, перечень которых представлен в приложении в ГосСПО. То есть в каждом ГосСПО по перечню ТОП-50 есть ссылка на профессиональные стандарты, в соответствии с которым данный стандарт составлен. Вы все прекрасно помните, поскольку вы работаете с этими документами, что есть методические указания Минобрнауки 2015 года о синхронизации образовательных программ, в том числе образовательных программ среднего профобразования с профстандартами. То есть при разработке вы учитываете не только требования стандартов ГосСПО, не только требования примерной программы, но и не забывайте про те методические указания. А там даны шаблоны тех документов, которые вы должны разработать, чтобы показать взаимосвязь. Я сейчас объясню для чего, то есть там у нас это в конце, то есть где у нас возникает вопрос. Понятно, что мы готовим для профессиональной деятельности, но у нас сами есть еще процедуры профессиональной общественной аккредитации, на которые, наверное, какие-то из учреждений будут заходить. Кроме того, у нас в ВГОСе поименованы формы обучения. Еще раз законодатель обращает наше внимание, если формы обучения нет в стандарте, вы по ней учить не можете. То есть там они поименованы все. И такие нюансы возникают, когда вот мы бы хотели, а такой формы обучения в стандарте. Кроме того, за нами оставляют право применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Это отдельное поле для разговора, не так все просто, но я думаю, что какие-то технологии все-таки учреждения СПО Республики Коми применяют. Но мы проанализировали, сразу скажу, посмотрели, то есть сколько учреждений республики применяют дистанционные образовательные технологии. И посмотрели, что в Российской Федерации. В Российской Федерации сегодня огромное количество колледжей предлагают программу в дистанте. У нас, я бы сказала, еще поле не пахано. То есть я не говорю не только о вас, я и о нас говорю, что вот все-таки у нас республика достаточно протяженная, и надо задумываться о применении таких технологий, чтобы нашим обучающимся было удобно. Особенно те, которые в отдаленных районах находятся. Кроме того, очень большой раздел стандарта посвящен сроку получения образования. То есть набираем разных детей, кто-то на базе основного общего, кто-то на базе полного среднего общего образования. Есть нюансы, связанные с индивидуальными учебными планами, есть нюансы, связанные с обучением инвалидов, с увеличением срока обучения. Поэтому надо внимательно смотреть. Большое внимание сейчас, в том числе со стороны надзора, обращается на языке обучения. То есть вы знаете, что мы работаем в основном на языке, да, на государственном языке Российской Федерации, но там есть возможности применения языков на территории республики, то есть коми язык. Ну и плюс, возможно, разработка образовательных программ на иностранном языке, не знаю, то есть насколько это будет актуально сейчас, когда мы так удалены. Но для, например, нас, нам в мониторинговые показатели включили процент присутствия в нашем вузе иностранных студентов, а вы понимаете, что Республика Коми не граничит ни с одной страной. И нужно еще найти, да, то есть людей, желающих у нас обучаться, и поскольку это тоже проблема, то есть с определенным государством им проще заехать в те вузы, которые близко к границе, то мы вынуждены пойти далеко. То есть у нас мы ожидаем от 50-100 студентов из Индии с 1 сентября на билингвальную программу. Программа читается на 2 языках, на английском и на русском.
есть я вам просто рассказываю о нюансах, которые, в принципе, у вас в жизни могут встретиться, если вот вас государство обяжет мониторинговыми показателями. Требования к структуре. Тут, я думаю, что более-менее все понятно. Есть соотношение обязательной и вариативной части, на этом Ольга Васильевна остановится. Структура и объем образовательной программы, те циклы, которые должны быть в программе, она поименовала. И рассказала об особенностях формирования программы. То есть там все нюансы достаточно понятны, я думаю, что на этом не стоит останавливаться. Кроме того, в стандарте обозначены требования к результатам освоения образовательной программы, которые выведены в виде перечня компетенций и соотнесения основных видов деятельности и квалификации специалиста среднего звена при формировании образовательной программы. Вот тут я хотела обратить наше внимание, потому что были вопросы, ну, может быть, потому что смотрите только свой стандарт, а надо посмотреть другие стандарты, которые около лежат из того же перечня ТОП-50. То есть был вопрос от одного из колледжей, сейчас просто на примере покажу, примерных образовательных программ. То есть я вот показываю по 0,9 группе примерно образовательную программу. И какие квалификации заявлены. Сейчас долистаем. Вот смотрите, в стандарте заявлено две квалификации. Сетевой и системный администратор и квалификация специалист по администрированию сети. То есть, если при разработке программы мы берем квалификацию сетевой и системный администратор, мы осваиваем вот эти профессиональные модули. Вот видите, осваивается, осваивается, осваивается. Если мы берем вот эту квалификацию, мы должны освоить вот эти профмодули. И этот перечень обязательный, то есть мы из него не выбираем. То есть все эти профмодули, где осваиваются, являются обязательными. Был вопрос по гостиничному делу. Я не увидела там никаких проблем в этом стандарте. То есть вообще у вас нет такой таблички. Но у вас поименовано 4 профмодуля. И написано, что этот специалист вот эти 4 профмодуля должен освоить. Это не обсуждается. Все 4 профмодуля являются обязательными. Был вопрос по 5-му профессиональному модулю, когда в рамках программы СПО мы с вами даем профессию, ну, как бы профессию рабочего, должность служащего, то есть свидетельство выдаем о том, что он эту квалификацию освоил. Портье, я забыла, там портье, горничная, да. Там профмодуль действительно состоит только из 2 видов практик. Учебная практика и производственная практика. С Ольгой Васильевной посоветовались, то есть на что мы распределяем объемы вариативной части. Не советовали бы в этот профмодуль что-то еще дополнять, но работаем технологиями. То есть учебная практика, прямо в стандартах написано, в примерных программах написано, проводится на территории профессиональной образовательной организации. То есть вы ее сами организуете. То есть как мы организуем? Это 6 часов в день, 36 часов в неделю. То есть они всю неделю у нас на практике. Эти 6 часов в день мы даем их в рамках этих 6 часов и теоретический блок. То есть рассказываем, что они должны делать, чтобы стать, например, портье. То есть что они должны сделать, а потом даем практические задания по этой части. То есть тут надо работать по аналогии. То есть на самом деле блок практика, вы же прекрасно понимаете, что такое учебная практика. Вы можете это организовать в формате практики, а это же может и называться интерактивная учебная дисциплина. Она в таком формате проходит. То есть немножко меняем сознание. Одно и то же можно представить по-разному. И не надо думать, что если это практика, вот они только практически руками что-то делают. Включайте туда теоретический блок. У нас по многим учебным практикам так и происходит. То есть приходит преподаватель, рассказывает, что они должны сделать, как это нужно сделать, дает материал дополнительный и, соответственно, дает задания, которые в рамках этого 6-часового дня они выполняют. То есть перемежают теорию с практикой. Это нормальная организация учебной практики. Никогда у нас претензий по этой части нет. В рабочую программу практики вы, естественно, как бы в рабочей программе практики описываете все, что вы делаете. То есть, конечно, да. То есть вы пишете, что мы сегодня, то есть, делаем вот то-то. И понятно, что человек у вас, он же не готовился стать, например, портье. Он не знает о технологиях, что он должен при этом делать. Вы ему должны об этом рассказать. Где расскажете? В рамках практики расскажете. Такие варианты. А вот на производственной практике он уже пойдет конкретно. То есть мы, видимо, в гостиницу. Да, и будет осуществлять эти функции. Вот там уже его будет оценить, ну, то есть вы и работодатель. То есть как он это делает. А на учебной практике это ваше право, то есть вы полностью все это реализуете, в том числе и практическую часть. Так, с перечнем компетенций разобрались. Теперь требования к условиям реализации образовательной программы. Раздел 1 – это материально-техническая база.
поставила специально 3 восклицательных знака. Коллеги, еще раз говорю, мы лицензируемся в федеральном органе. Программы по ТОП-50 лицензировали целый год. Объясняю почему. То есть, когда мы решили лицензировать, был только стандарт, не было примерной программы. Разработали, отправили, были небольшие претензии. То есть, вы знаете, что, я не знаю, как здесь на территории республики, но мы в лицензирующий орган подаем и сведения о кадровом обеспечении программы без подробностей, справку о материальном техническом обеспечении образовательной деятельности в полных подробностях, да, все остальное они обычно смотрят на выезде. Ну, то есть там заявление, стандартно заполняемые формы. Но были претензии, то есть небольшие, к справке об МТО кадровым. Пока мы вернули, то есть переделывали какие-то вещи, выходит примерная программа, нас заставляют переделывать. Отправляем документы, все в соответствии со стандартом, никаких вопросов. Есть вопрос у эксперта, который смотрит РосУ. То есть позвонили, в чем проблема с мат-техбазой? Они говорят, у вас должна быть лыжная подготовка. Мы сказали, мы весь стандарт вдоль поперек. Стандарт, примерную программу. Там есть перечень кабинетов, которые должен. Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов. Нет там в объектах, спортах никакой лыжной базы. Они говорят, в объектах нет. А в программе дисциплины, в примерной, которая там же приложена, есть требования к лыжной подготовке. Только там лыжная база, но лыжная база вот не как мы, то есть это домик, где лыжи хранятся. А лыжная база это со спусками, подъемами, то есть там определенные требования, как этот объект должен выглядеть. То есть нам пришлось просто переделать документы и еще раз отправлять. А сейчас у нас был надзор, то есть надзор, они желают, например, лыжную базу посмотреть по другой программе. Мы подали еще на лицензирование программу высшего образования, и они начинают смотреть все объекты. То есть начинают, заявили в справке об МТО, там какой-нибудь спортивный зал, 5 мячей, там 10 чего-нибудь матов, они приходят и начинают считать 5 мячей, 10 матов. Заявили, то есть компьютерную технику с таким-то программным обеспечением. Как только заявляем с наименованием компьютерную технику, приходят и смотрят, что, то есть, а у вас в это время компьютер мог сломаться, его могли отнести в ремонт, на время вам дали другой марки, они смотрят, компьютер не той марки. Вы нам этой покажите, которую вы заявляли, написано 10 компьютеров, покажите 10 компьютеров. Написано такое-то программное обеспечение, включите, покажите, что оно функционирует. Потому что, говорит, мы смотрим не коробочку. То есть не вот вы написали там такое-то оборудование. То есть на момент демонстрации вы должны показать, что оно работоспособное, что оно работает, что на нем можно учить. Причем оборудование смотрится на весь период реализации программы. То есть там 2,10, ну значит на 2,10. Покажи. Да. Да. Очень-очень жестко все. Кроме того, да, обращаю внимание, мы с этой темой уже давно работаем в СПО, то есть не видела тоже такой жесткости. То есть специальное помещение, то есть учебная аудитория, это длина стандарта, то есть помещение для проведения всех видов занятий, групповых индивидуальных консультаций, но есть еще помещение для самостоятельной работы обучающихся. У нас в университете мы делаем распорядительный акт, то есть какие помещения являются помещениями для самостоятельной работы обучающихся. Естественно, задействовали часть читальных залов, потому что если отдавать под это обычную аудиторию, у вас там идет учебный процесс, и могут быть вопросы в часе, а как это? Вот у него нет пар, например, у него окно, и он захотел позаниматься, хотел пойти в это помещение, оно у вас занято учебой. Поэтому мы стараемся такие помещения, то есть где-то сделать у них все-таки двойное назначение, но вывести их из учебного процесса с тем, чтобы ребята в любое время могли в этих помещениях заниматься. Поэтому обратите внимание. И еще раз нас прямо в стандарте обращают внимание оснащенное оборудование техническими средствами обучения, материалами, учитываем требования международных стандартов. Я понимаю, что здесь в основном идет отсыл на WorldSkills, на те инфраструктурные листы. Кроме того, перечень оборудования поименован в примерной образовательной программе. Но с чем у нас с вами возникает вопрос? У нас может быть прекрасная техника, да? Прекрасное оборудование. Но еще раз обращаю внимание, в чем отличие? Они требуют копейка в копейку. Вот написано у них оборудование вот такой марки, вот только этой марки. Я считаю, что это тоже предмет обращения в федеральное ФУМО, потому что у многих учреждений есть прекрасное оборудование аналоговое. Но до тех пор, пока эти изменения не внесут либо в примерную программу, либо в стандарт, мы будем с вами оставаться заложниками ситуации. Такая же ситуация просто была по практикам высшего образования, то есть есть практики стационарные на территории города Сыктывкара, а есть выездные за пределы территории. По ряду программ, я не знаю, почему ФУМО так сработало, заявили только стационарные практики. То есть
Если мы работаем на регион, то в регион студентов на практику, на производство, преддипломы уже отправить не могли. Ряд вузов лишились аккредитации, то есть на основании этого пункта стандарта, который, кто-то не прочитал когда-то. Все люди, все тоже коллеги наши работают на регион, на практику отправили на ИВС, аккредитация приехала, остались без аккредитации эти образовательные программы. Потом Федеральное министерство внесло изменения в соответствующий стандарт, включило туда и выездные практики, но они не возвращают аккредитацию, потому что на момент проверки условия эти были не выполнены. Поэтому вот обращаем внимание вот на такие, казалось бы, блохи, да, мелкие нюансы. Вот ловно на этих блохах и ловят. А вот сейчас мы про учебники с вами обсудим. То есть следующая позиция как раз библиотечный фонд. Вроде все требования те же самые, что и в старых стандартах. Да? У нас по старым стандартам вся литература основная, дополнительная, не старше 5 лет. Очень хорошо, если у вас в учреждениях есть электронная библиотечная система. Это снимает часть вопросов, но с электронными библиотечными системами есть один вопрос. Мы тоже сейчас с коллегой, она выйдет с понедельника с отпуска, будем его обсуждать, потому что в электронных библиотечных системах они, видимо, с авторами договариваются. На момент заключения договора книжка ВБС есть, проходит 3-4 месяца, книжки ВБС нет. То есть нам дают доступ, это же не наша система, она не у нас на сервере находится. То есть, видимо, с автором договор закончился, они книжку из системы исключают. А на момент 1 сентября формирования программы, предоставления доступа обучающимся, книжка-то была. Это один вопрос. Второй вопрос, на который хотелось бы обратить, то есть это уже вопрос технический, это больше, наверное, вашим службам. То есть все начинают понимать, что формирование программ по перечню ТОП-50 это не дело только зама по учебнику. Там и к маттех сколько вопросов, и в библиотеке сколько вопросов. То есть это большая коллективная работа и преподавателей, и всего коллектива учреждений. Но на что хочется обратить внимание, вот этот нюанс, он как бы не очень хороший. Мы, например, программу по 0,9 группе реализуем уже очень и очень много лет. Сейчас у нас появляются новые две, то есть мы старые программы их доводим, а с 1 сентября начинаем по 2 новым программам с перечня ТОП-50. Но прямо в стандарте написано, что в качестве основной литературы мы должны использовать учебники и учебные пособия, предусмотренные примерной основной образовательной программой. То есть насколько бы хороши у нас не были те учебники, которые есть в наличии, по 0,9 группе, по абсолютно аналогичным программам, да? То есть, пусть менее модернизированы, чем те, которые мы начинаем, но мы обязаны купить вот эти учебники, учебные пособия, которые находятся в примерной программе в перечне основной литературы. И это сегодня камень преткновения. Эксперты были на той неделе, водят пальцами по основной, по дополнительной, покажите. Причем, если по дополнительной и по вышке, там жестких требований в части 5 лет, как по СПО, никогда не было. И мои коллеги, есть прекрасные учебники, как говорится, и 1900 года, это классика. Вместе с тем, то есть они говорят, хорошо, классика, покажите в библиотеке наличие или наличие ВБС. Мы спрашиваем, у нас город маленький, у нас есть еще национальная библиотека, да? Но есть масса библиотек на территории города Сыктывкара, с ними есть договор, нет, и все, вот в своем фонде. Пусть даже в одном экземпляре, поскольку у вас сегодня нет обучающихся. То есть не требуют на момент лицензирования наличия на группу, требуют хотя бы один экземпляр. То есть получается, либо, говорит, как-то так вот хитро прописывать, что это вроде дополнительное, но не очень дополнительное, которое есть в вашем фонде. То есть исхитритесь так, то при процедурах как бы лицензирования или аккредитации на это не обращалось внимания, но чтобы обучающиеся вот, не мыслил узко. То есть мы по вышке ведь исходим из того, то есть мы даем универсальное образование. То есть он должен видеть весь спектр, а не только то, что есть в нашей библиотеке. То есть вот это вот серьезный нюанс. То есть, да? Я по электронной библиотечной системе. Я смотрела замдиректора. Я посмотрела достаточно большое количество. Они все в большинстве своем, рассчитаны на высшее образование. Для нас там учебников очень мало. Очень мало. Очень мало. Причем это издание либо очень старое, тоже там 2005 года, скажем, учебники, либо это стереотип, который не отвечает требованиям тех стандартов и тех, которые 50. Как в этой ситуации? В этой ситуации, вот что порекомендую. Могу с понедельника у нас выйдет Наталья Васильевна Киросова, директор нашей библиотеки. Я могу уточнить, то есть какой именно электронную библиотечную систему у нас их несколько будет.
То есть есть под студентов под высшее образование, там действительно очень мало книг для среднего профа. Она нашла какую-то электронную библиотечную систему, которая более удовлетворяет уровню среднего профобразования. Чтобы мы вам дали ссылочку, да? Юрайт, да? То есть, но Ну, вот для наших ответ на ваш вопрос, вам придется покупать бумажный носитель. Но там тоже может возникнуть вопрос. То есть, если сейчас вся страна пойдет покупать бумажные носители, в типографиях этих носителей может... То есть, мы уже один раз были в такой ситуации. Когда мы начинаем обращаться в издательство, они говорят, а у нас нет наличия. Потому что вся страна, все, кто реализует топ-50, то есть начинают приобретать на бумажных, потому что нет в электронных библиотечных системах. Но кроме того, конечно, мы в издательстве Юрайт можем обратиться с тем, то есть с нашими предложениями. Обращаемся, потому что Да. они... Договор закончился с автором, Да. но вот больше не хотим издавать, потому что слишком ограниченное количество обращений, да, то есть невыгодно, слишком дорогие учебники получаются. Вот такая ситуация у нас была. Ну вот видите, Сейчас такой, тоже да. лицензировали Да. вот специально. Эта ситуация Да, может проблема. усугубиться у нас с вами вот в части именно библиотечного фонда. Слава богу, что у нас там примерной программы не было. Нет, это слава богу, но сегодня, Пока, то, да. например, да, то есть, Но это а у нас пока. сегодня они утверждены, то есть перечень есть, и сейчас мы вынуждены поставить этот перечень. То есть если чего-то нет, на закупку. А если там в примерной программе, опять же, в примерной программе, Вот технология парикмахерского искусства, там, условно говоря, профессиональная этика, сейчас не могу точно назвать название, там идет учебник 2006 года. Что мы его должны приобретать 2006 года? Ну вот Деловая культура. я считаю, что вот по этой части в ФУМО надо написать, сказать, что, ребята, вот вы примерную программу издали, но вы же сами нарушаете. То есть там написано 5 лет. Год, причем название учебника даже не соответствует названию дисциплины. Я согласна с вами. Вот это, понимаете, коллеги, мы не пишем, потом приезжает, то есть вот к нам приезжает Рособорнадзор, и работать с экспертом очень тяжело. У него, с одной стороны, пункт стандарта 5 лет, да? Мы можем показывать примерную, но он руками разведет, скажет, выкручивайтесь как хотите. И, да. Коллеги, я, извините, что включусь, да, потому что могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что примерная программа является все-таки примерной. И основной точкой опоры для вас является. Это главное. Ну да. И тем не менее, то есть нас обязывают купить учебники из примерной программы. И эта фраза тоже написана в стандарте, и это будет проблемой все на процедуре госаккредитации, поскольку уже проходили именно вот по Можно писать этой официальный части. запрос на Да. сайт министерства. То есть видите, вот сколько чтобы есть дали вопросов. официальный ответ. Ответ, Когда да. вы получите официальный ответ, это для вас будет руководство ну я министерства. так и Да. делала, у меня была проблема, я писала, и так Да, я да, согласна. показывала. Требования к условиям реализации образовательной программы. Требования к кадровым условиям Любовь Ивановна сегодня уже частично осветила. То есть мы с этой темой уже с вами работали. Это у нас преподаватели профцикла должны иметь опыт деятельности. Опыт и раньше на процедурах госаккредитации доказывали всем, чем только можно. В прошлый раз, сразу скажу, у нас прямо с экспертом был спор. Он вынужден был звонить в Рособорнадзор, потому что он пошел смотреть трудовые книжки. То есть наших коллег, которые реализуют этот цикл. Но опыт – это не есть стаж. Поэтому ему сказали, естественно, у кого-то в трудовой книжке записи есть, и вы это берете. У кого-то опыт, то есть человек, являясь вашим штатным работником, может совмещать в какой-то организации, то есть вести, да, деятельность, профильная организация. У нас есть такие коллеги, которые где-то на часть ставки еще работают в других организациях. Кроме того, этот опыт может подтверждаться договорами гражданско-правового характера. Единственное, что там есть нюанс, не менее 3 лет, да, то есть вот 3 года надо будет доказать и показать. В прошлый раз, поскольку там не было вот этого в скобках по договорам гражданско-правового характера, мы за опыт подавали в том числе участие во всех проектах. Участие в научно-исследовательской деятельности, вот по этому профилю, не по какому-либо. Работа то есть различными экспертами, то есть проведение экспертиз для таких организаций. То есть если человека приглашают экспертом в профильную организацию, да, ну понятно, что то есть его регалии, его опыт, он соответствует тому, чтобы экспертизу даже проводить. Не то, что как бы осуществлять в этой организации деятельность. Поэтому вот это все в прошлый раз проходило. В этот раз, учитывая те формулировки, которые сегодня звучат, номер не пройдет, скорее всего, это будут только внешние совместители и работающие по договорам ГПХ в профильных организациях. Но появился еще один нюанс, которого не было. Мы почему обращаем внимание? Потому что он есть в программах высшего образования, и там он заявлен в процентном отношении. А у вас программа, то есть у вас реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками и лицами, привлекаемыми к реализации на условиях гражданско-правового договора.
в том числе из числа руководителей и работников профильных организаций. То есть при разработке образовательной программы у вас в кадровой справке должны быть не только ваши педагогические работники, но и те, кого вы привлекаете, имеющие стаж работы в данной профобласти не менее 3 лет. То есть он сегодня должен работать, к вам прийти на программу, и у него опыт работы, то есть стаж работы по трудовой книжке должен быть не менее 3 лет. Учащихся на одного педагога. Нет, коллеги. И тогда да. у нас Это вот Это как я... стыкуется. Это я прекрасно все понимаю, потому что, говорю, все надзорные проверки мы проходили надзорную проверку в части финансово-хозяйственной деятельности Федерального министерства, которое тоже нам начинает показывать норматив количества студентов на одного преподавателя. Покажите, что вами выполняется. Этот норматив, он есть как по СПО, так и по высшему образованию. И новая госпрограмма развития образования, которую вы знаете, в конце декабря утвердили, она же норматив сохранила. То есть у нас с вами с перспективой на 3 года, 18, 19, 20, это соотношение 14,8. Да? То есть один преподаватель на 14,8 студентов. В чем, мне легче было в прошлый раз, 2 года назад, когда нас проверяли, тогда мы могли исключить преподавателей, работающих на условиях гражданско-правового договора. То есть такая фраза была в нормативном акте, а поскольку они приехали и сказали, мы проверяем только по нормативным актам, то есть никаких фантазий, а в нормативном акте я нашла, то есть за исключением лиц, привлекаемых по договору ГПХ. Я сказала, вот программа, вот количество ставок, вот фактическое, за исключением вот этих лиц. Он говорит, как это вы исключаете? Они же тоже участвуют в программе. Я говорю, извините, вы сказали по нормативным документам? Вот нормативный документ, вот написано. Возразить было нечего, но сейчас этого акта нет. То есть нам с вами придется, то есть мы в справках о кадровом обеспечении показываем все. Мы показываем по каждой дисциплине, всех, кто читает, какая у него доля ставки. Вы должны будете показать, то есть ни одного человека. Тут написано и лицами, 2 должно быть, привлекаемыми вот из числа работников. Как мы поступаем на программах высшего образования, у нас там еще хуже ситуация. У нас местами там до 25%. Что мы им отдаем? То есть если это подготовка учителей, методику преподавания предметов. Они лучше прочитают, чем наши, да? Потому что они в школе сегодня и сейчас. То есть они владеют всеми технологиями. То есть ведь берем ведущих учителей, да, у нас многие в РУМО входят. Пожалуйста. Кроме того, практику отдаем, руководство. То есть я думаю, что вот этот вариант. Тут вам надо показать хотя бы пару человек, причем объем нагрузки может быть. У вас нет процента. То есть мы в справке показываем всю программу, по каждой дисциплине, по каждому преподавателю показываем долю, и в конце по всей программе мы должны показать, что, например, 5% у нас занимают работу. Представляете, что такое 5%? Это в ставках, то есть это огромное количество часов, которые мы должны отдать. У вас легче. То есть вы можете одного на ГПХ на 6 часов, другого на 5 часов, они уже в справке у вас фигурируют, и, говорится, и все хорошо. Есть такой нюанс, но, с другой стороны, педобразование на основании чего? Вы имеете в виду профстандарты, которые внедряются сегодня? Это обсуждаемый вопрос, мы ровно в такой же ситуации, коллеги. Да. Да, конечно. Ирина Васильевна, вот честно, да, слушаю, хочется плакать. Да нет, все хорошо, мы работаем. Нет, я прошу прощения, я не буду. Понимаю, что я... Это сам хорошо. Кто не знает, ты справа. И руководитель. Страшная. Сам, тут хорошо. Но вопрос, я вот слушаю вас, да? С великим уважением, с большим уважением отношусь к социальным. Я как работодатель и как СПО вижу, что на своем примере лично. Нужен был процент людей, которые
А конкретно ответить. Вот я знаю массу людей, которые сегодня лучше нравятся, чем именно в части той же практики. Это же понятно. Это понятно, да, потому что эти люди Да. постоянно в процессе Да, конечно. своей модернизации мозгов, они постоянно отслеживают. Меняется очень быстро. Раньше, чем автобус, работки еще вообще. Скажу сейчас, полгода такие процессы опираются ручно. Сегодня, допустим, в компании CBSP, там можно было привлечь условно где-то 250 до 300. Сегодня работает. Вопрос. Это вопрос. Есть процесс. Когда мы получаем продукт от вас, вот он, просто все переделываем. И нормальному пошло Монти. Ну, Монти, почему Монти приводит такой? У них есть программы свои, финансирование вещей, как только открывается новый цех, уже группа ребят, которые служат в бумажных да, сэжных, уже туда закрыты. У них с ними она их отдает там 20. Они готовятся, едут туда, едут сюда, их постоянно здесь практика. Когда цех запустили. В пятницу запустили, в понедельник приступили и работают. Да, безопасности, производства и соответственно уровня. Поэтому сегодня говорить о том, что уровень производства больше, вы знаете, что у нас мотивация, у нас есть мотивация, нам нужно получить от вас продукт. Конечно. Мотивация есть. Почему вот сегодня мы говорим, может не соответствует образовательная программа профстандарту? Не, мы сейчас к этому вопросу тоже подойдем. Вот, так я к тому Петрович, говорю, что это самое. Вот, чтобы ответить конкретно на вопрос, коллеги, да, мы с ней проводили одно мероприятие вот, в политехе, да, у них. Потому что Ващук, она не дает спокойно жить. Это, наверное, хорошо. Это и хорошо, команда тоже. Последний конечно. вариант был у нас Олимпиада была. Олимпиада. Олимпиада. экзаменов. Сейчас тема экзамен идет, да. Там тоже вроде ну, вот. Ну ладно. Вот, я все-таки более, что еще раз хочу. Потому что на у производственников, да, вот, все-таки хотелось эту успеху иметь. Если мы сейчас не переформатируем, говорим сегодня о модернизации профобразования. Вот сейчас я этих слов не понимаю. Вот в производстве модернизация я четко знаю. Но в профобразовании, а что там модернизировать? Ребята, да создайте вот последнее, где у вас там классы, мастерские, оборудование, да, соответствует это. Под это деньги нужны, а не те ситуации, которые сегодня они находятся. У них забрали 30 миллионов, в сельхозтехнику забрали 25, у кого-то еще. И о какой модернизации может тут рассуждать только сидеть. Поэтому Да? а нас еще, вернее, не нас, вернее, нас и вас, то есть нас всех вместе ждет еще один удар. Вы даже представите себе? Во-первых, реформированная пенсионная система. Да, Сейчас мы вот уже эта услышали. публика придет. Вы слышали, да? Да, мы будем работать до Могу бесконечности. прочитать лекцию. Да. И реформируется, полностью идет реформирование занятости населения. И это нагрузка лежит на СПУ, в первую очередь, потому что там публика, на которую тратят миллиарды денег, то летает впустую в воздух, оказывается. Все ждут, а что вы ждете? Значит, приезжают, платят деньги, он пришел, отметился, не отметился, деньги потратили, и если посчитать по республике, то миллиард с лишним. Вот на секундочку представьте, разделите на 25 СПУ, которые, да, в республике. Сколько денег получил? Вот сегодня, допустим, даже условно я вот Волощук, или тоже Беляев, получили там 300 миллионов вот с неба.
чтобы можно было что-то модернизировать, а не так вынимать с них мозги, когда подходит Олимпиада, тратим деньги, понятно на что. Нет, понятно на что, но запчасти. Я понял. Да. Мне никогда не хватает. Вопрос. Да мне никогда не хватает. Вопрос. Вот промышленник, который придет к нам читать часы, он Ну, пойдет да. получать педагогическое образование. Это, во-первых, потраченное время, а Нет, вы во-вторых, знаете- потраченные деньги. Работодатели заинтересованы в том, чтобы Учить те специалисты Знаете, правопроизводства, учительское образование. которые разбираются лучше, чем наши мастера, работодатели заинтересованы в том, чтобы потратить деньги на обучение производственников основам педмастерства. Данная ситуация, по какой причине? Работодатель, любого спросите, более-менее успешно, да? Налоги, рабочие места, кто выполняет буквально все требования, которые его окружают. Выполняет он законный, послушный гражданин, выполняет все требования. Ну, мысль одна. Мысль. Развить свое производство, вложить деньги в развитие. Когда ему сегодня и получить прибыль. А я вам скажу, недалеко от Красной площади, где был институт химии, да, сейчас там здание Лукойла. Большое здание Лукойла, которое... Там, знаете, что написано? Не уходим. Главная задача — память. Так же, по-другому он жить не может. Если у него будет закон, нормативный документ, что он обязан это делать, обязан идти в это СПО, и он обязан быть в процессе учебы. Он должен понимать, работодатель, что пару-тройку человек обязательно должны быть сегодня в ваших рядах. Как получилось, допустим, в свое время. Там другой вариант. Понимаете, а Да нет. производственнику образование. Студент не нужно. Нет, я вам скажу, там четко ясно. Плюс, если вы там, в процессе должны иметь дополнительно. Да, дополнительная, да. Или подготовка, или точная квалификация, или что-то. Вполне достаточно. Вполне достаточно. Нет, не всегда достаточно. Просто иногда, понимаете, у нас несовершеннолетние дети, и там возникают вопросы Вопрос воспитания психологические. может быть, это Да. другое дело. Потому что он приходит, как у нас сейчас в образовании происходит. Тема услуга. Пришли, получили, вопрос воспитания отсутствует. Мягко говоря, процентов на 95. И все. Вот, и мы еще сегодня имеем то, что мы имеем. Начиная от школы, детского сада. Я только за то. Но только должна быть нормативка. Сегодня кого-то заставить это сделать, это очень проблематично. Потому что каждый затяг. Любого возьмите, я вам приведу. Вот приведу 15 человек. В смысле, грамотных, вооруженных там, до зубов и так далее. Какие-то производства, которые можете с ними даже Они соглашение скажут, я за подписывать. этот день потерял 5 тысяч. И не буду у вас А читать другого? часы. А другого? Хорошо, стоп. Это наша проблема. Согласна. Ну, потому что с этим Это ваша Сталкиваемся. проблема. Но проблема наша государственная. То, что касается тех же детей, тех же сотрудников наших. Ваших центр, сегодня. кстати, хорошее дело. Можно я, да, не Работодатель скажу? хочет Да. получить. Вот, Но не затратить на это ни копейки. пример вы привели хороший учебного центра Монди. Вот это выход, когда работодатели на Монде, и они имеют, вероятно, педобразование, раз они преподают в учебных центрах. И СПО приводит, допустим, в учебный центр туда своих студентов. Вот это вариант. Но это нужно сделать не только на Монде и на Комитете, я насколько знаю, есть, по-моему. Но это нужно тогда по всем профилям, по которым у нас ведется образование, дается. Тогда, да, давайте, Петрович, подвинем эту инициативу. Последнее, чтобы не занимать, извините, пожалуйста, это драгоценное время. Это сейчас институт. В общем, это злостью, да? А ничего никому не должен. Мы должны только своей маме и папе. Все. Понимаете? Вот, и все. А вот то, что он там должен, никто никому ничего не должен. Каждый сидит на своем месте, должен выполнять свои функции. Вы свои, мы свои. Вот то, что нас нужно объединить, это однозначно.
Почему нас разорвали? Ну, вопрос, наверное, не ко мне. Вам ответить. Знаете, вот честно говорю, не ко мне. Вот я 2 года борюсь. Вот я знаю, но меня никто не слышит. Значит, 3 кита. Образование, промышленность, Министерство труда, ну вот эти вот все структуры, которые задействованы в этом, да, и профсоюзы, которые защищают сегодня, понимаете, да, защищают сегодня рабочих, там, они палец о палец, ничего, разговоры. Сегодня Министерство труда не могу заставить для того, чтобы они участвовали в процессе внедрения вот этой системы профквалификации. Это то же самое, потому что демонстрационный экзамен – это один из элементов всего здесь оценки квалификации. Да? А то, что нас ждет с 1 января 2019 года, все тоже, наверное, уже знают, да? Мы все будем работать по стандартам, попробуй не соответствовать. Приглашаю начальника отдела кадров и первого замминистра ЖКХ нашего, который отвечает за это, а ему уже прилетело дать координационные советы по внедрению, по применению просто стандартов. Никто ничего не делает. Они не собраться не могут. Не смех? Смех. Спасибо, Петрович. Да, коллеги, давайте продолжим, как бы и осветим. Извините, Да, обратный момент, то есть все спрашивают, а как привлечь к нам, да, но на самом деле и наши педагогические работники должны, то есть повышать квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. И ведь с этим тоже будет определенная проблема, то есть, а кто там на местах готов принять. То есть у нас сегодня такие отношения выстроены только с одной организацией, которая как раз в рамках 09 группы, это Центр информационных технологий Республики Коми, которая и сами готовы участвовать в процессе, и нас готовы на своих площадях принять. То есть там вот с ними этот вариант возможен. Со всеми остальными, конечно, надо смотреть и выстраивать. То есть у нас 9-10 группа в этой части прикрыты, то есть профильным партнером, слава Почему? богу. Потому Да. что заинтересовано правительство Да. сегодня в этом. Да. Потому что этот РИСП, он подчиняется, и все Да. знают, и Михайловченко знает. И обязали их, и они работают сегодня. Они работают, да, с нами. Стажировку должны принять, но вы ведь документ о том, что мастер должен опять только мы люди. Да, я согласна с вами. КамАЗ-центр с удовольствием приглашает, приходите. Но они не дают, это не считается. То есть есть вот такие вот несостыковки, да, и я считаю, что вот это все можно действительно писать в запросах. Не выдадут Специалистами. Только Монда. да. Только Монди Коллеги, дает. большая Так, просьба коллеги. поднимать руку, если вы хотите задать вопрос, потому что наши коллеги, которые подключены онлайн, Да, они идет не трансляция слышат на ваших республику, вопросов. да, и у нас этот Хорошо. диалог не всегда слышно. Спасибо большое. Так, коллеги, требования к финансовым условиям реализации программы, то есть нормативные затраты, все про это все знают. Я думаю, останавливаться не будем, то есть как бы денег, понятно, что всегда не хватает. Но появляются новые пункты, это требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы, где нам говорят, что у нас не только должна быть система внутренней оценки качества, я думаю, что она в каждой образовательной организации в той или иной мере есть. Вместе с тем они обращают наше внимание, что в рамках внутренней оценки качества, которую мы должны проводить на регулярной основе, мы к такой оценке должны привлекать в том числе работодателей и их объединения. То есть эта система должна быть внедрена, она должна быть описана. И то, что для нас с вами, наверное, казалось бы все-таки внешней оценкой, да, то есть те люди, которые потребляют наши кадры, нет, к сожалению, министерство говорит, нет, это будет формат внутренней оценки. А как внешнюю оценку они заявляют профессиональную общественную аккредитацию образовательных программ. Я знаю, что это та зона, на которую еще регион не заходил. В формате пилотного проекта мы в этом году 2 программы высшего образования, как раз по 9 и 10 группе выставили на профессиональную общественную аккредитацию. По 10 группе получили на полный срок на 4 года. В прошлом месяце было заседание Корсовета опоры России, и этот документ мы получим в ближайшее время. А по второй программе из 9 группы прикладная информатика заседание Корсовета будет на этой неделе, мы ждем результатов. Сразу скажу, что та организация, к которой мы обращались, они общались, будучи здесь на очном визите, и с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, потому что в госпрограмме развития образования и по программам среднего проф, и по программам высшего проф на 2018 год заявлен определенный процент образовательных программ, прошедших профессиональную общественную аккредитацию. И я просто жду, то есть в какой момент, в каком мониторинге или в каком отчете с нас с вами это спросят как бы, и укажут на невыполнение, например, госпрограммы. То есть мы пока вот на 2 программы зашли, потому что мы выиграли конкурс,
И нам это обошлось в 2 раза дешевле, чем это бы стоило как бы в реале. Партнеры были достаточно надежные. Мы с ними 5 лет назад, в 2013 году, еще тогда с Галиной Владимировной Китайгородской, проходили профессиональную общественную аккредитацию по укрупненке экономики и управления. И эти же коллеги сейчас у нас проводили вот по укрупненкам 0,9-10 группа. Сразу скажу, что они следят за современными тенденциями, аккредитуют не только учреждения высшего образования, но, я бы сказала, гораздо более активно учреждения среднего профобразования. Поскольку у них была достаточно, я бы сказала, щадящая ценовая политика, достаточно понятные требования, то кому интересует, у меня все материалы в части самообследования, а там блок среднего профобразования выделен отдельно. То есть можно просто взять методику и попробовать себя оценить, а как вы выглядите, а пройдете, не пройдете. У них критерии обозначены. Хотя периодически опора России, то есть, а это малый и средний бизнес, они эти критерии меняют. И они смотрят, естественно, укрупненные группы, то есть по каким укрупненкам они работают, то есть с какими, то есть с опорой России, с какими там еще дополнительными советами, а с какими они не работают. Потому что сегодня на территории Российской Федерации порядка 130-140 учреждений как бы участвуют в этой системе профессиональной общественной аккредитации, и Министерство образования и Министерство труда пытаются вот в этой части навести порядок. То есть, видимо, с рынка часть этих организаций в какое-то время уйдет, но у нас с вами внешняя оценка качества образовательной программы осталась, хотя написано в стандарте, что она на добровольной основе, но вместе с тем есть программа развития образования, где уже о никакой добровольности речи не идет. Там написано, по-моему, на этот год 25%. Поэтому, когда мы встречались с вами в рамках организации WorldSkills в регионе, с руководителями всех учреждений СПО, я, естественно, нашему министерству задала вопрос, а как регион собирается этот показатель выполнять. Я пока вот не очень вижу, но мы попробовали, вот мы получили результат, и до конца 2018 года мы будем для себя определяться, какие еще программы мы будем выставлять на профессиональную общественную аккредитацию. Это немножко другая аккредитация, немножко как бы с других позиций. Проверяется полностью на соответствие не образовательному стандарту, а профессиональному. Поэтому это 2 разных вида, оба регламентировали федеральным законом, и при государственной аккредитации написано профессиональное общественное учитывается. То есть не зачитывается, а учитывает. Ни весовых коэффициентов, ничего. Это тоже был предмет разговора и с теми коллегами, которые к нам приезжали на экспертизу. И с Владиславом Петровичем я говорила, что мы бы хотели, чтобы все-таки весомость прохождения профессиональной общественной аккредитации, это все-таки оценка работодателями. Их выбираем не мы, то есть вот это полностью все опора России, то есть и та организация, которая с ней работает, мы на этот процесс никак влиять не можем. Была проведена вот такая вот внешняя экспертиза. Ну, у меня вот в этой части все. Я думаю, что меня продолжит Ольга Васильевна. Если, конечно, ко мне есть вопросы, я готова на них ответить. Да, конечно. Значит, по лыжной базе, как да. уже ситуация? Нет, по лыжной базе, например, вчера с проректором по административно-хозяйственной работе мы поговорили, нам проще. У нас лыжная база как объект, как некая хранилище, то есть как мы понимаем на севере, как мы вот коллегам нашим из Рособорнадзора, они говорят, мы представляем, лыжная база это некий стадион, там спуски, подъемы, место для хранения лыж, то есть сушки, ботинок и так далее. Я говорю, это вы представляете в Москве. А у нас зимой снег везде. И у нас территориально, по-русски вся территория республики это лыжная база. Поэтому мы решили просто еще раз вырезать требования прямо из рабочей программы дисциплин, то есть как они там это смоделировали. И мы это смоделируем прямо на местности. То есть у нас ведь кроме площади здания, прилегающая территория у нас есть, то есть место, позволяющее смоделировать то, что обозначено в программе дисциплины. Полностью. И пока, но другое дело, что, я не знаю, то ли это сфотографировать и оставить на память, ведь к лету все растает. И подъемы и спуски тоже то, что мы можем, то есть своим трактором полностью смоделировать. Потому что, а они предполагали, что это не, то есть они, я говорю, вы живете, то есть Москва, Санкт-Петербург. У вас, конечно, если это лыжный объект, то это а-ля стадион. У нас это не так. У нас трассы, они практически в лесу нарезаются. То есть, ну, они согласны, но тут летом сложно посмотреть. Но зимой это нужно, если бы они приехали зимой, пришлось бы это все. А так они убедились, то есть ботинки, лыжи есть. Все остальное, то есть ну, мы будем еще раз возвращать. Коллеги, с Динамо, вот сразу объяснюсь. У вас все места осуществления образовательной деятельности должны быть в лицензии. Вам-то проще. А нам, чтобы включить лицензию, нужно опять подать в федеральный Рособорнадзор. Все справки об МТО, и там не так просто адрес. Вы говорите, в Динамо включить, здорово. Договор безвозмездного пользования.
То есть или договор аренды, то есть они жестко смотрят, никаких других видов договора. И плюс все процедуры по включению в лицензию. В чем у нас сегодня проблема? То есть и мои коллеги, те, которые физическую культуру, дисциплину по физической культуре ведут, они говорят, ну как же, мы же всю жизнь привыкли, то есть все школы, все колледжи, да, выходим с лыжами в парк. У нас же прилегающих парков-то ведь, достаточно, да, все. Где-то в парк, где-то вокруг стадиона, где-то вокруг школы. Я говорю, вокруг школы-то хорошо, когда это твоя школа. Но, говорю, не забываем, то есть эти требования-то ведь не очень давно появились. Раньше в лицензии не было адресов. А сейчас в лицензии должны быть адреса. И если у вас стоит физкультура в расписании, мы идем на лыжах, вы не можете пойти в парк. Потом будут разбираться, где это происходило, мы что покажем. У нас этого места нет в лицензии. И парк, вот говорю, а как вы себе представляете, как мы парк включим? Ну, нет, наверное, это можно, но это надо очень сильно подумать, как с городом, как это сделать. Еще вопросы? По общеобразовательным программам. По общеобразовательному у нас как бы очень небольшой опыт. Я вот думаю, что педагогический колледж, он гораздо больше опыт имеет. Дмитрий Анатольевич руководит, то есть. Но методические рекомендации вам показал. Там, в принципе, все, да, все распределено. Есть, конечно, вопрос. Спасибо, Елена Васильевна. Мы тогда передаем слово Ольге Васильевне, которая более подробно уже на примере конкретных программ покажет вам, как формируется учебный план. Коллеги, все презентации будут вывешены на нашем сайте. В открытом доступе вы сможете им пользоваться. Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко остановлюсь на разработке учебных планов по образовательным программам СПО специальности 09, то есть информатика и вычислительная техника. Здесь остановлюсь чисто на специальности, одной из трех, которые на сегодняшний момент получили лицензии, это сетевое и системное администрирование. Для того, чтобы начать подготовку к разработке учебных планов, необходимо изучить нашу нормативную базу. Прежде всего, это наш ФГОС СПО. По данной специальности это вот 09.02.06 в качестве примера взят. Далее это примерная программа, которая была разработана и введена в действие в 2018 году, и мы были обязаны ею придерживаться. Данная программа, она разработана на базе ФГОС СПО и взята за основу для разработки учебных планов. Помимо этого, так как многие на сегодняшний момент специальности имеют профессиональные стандарты, мы за основу их взять полностью не можем, но можем взять в качестве видов профессиональной деятельности, которые мы можем использовать, допустим, в той же самой вариативной прилагаемых дисциплин, либо взять те моменты в отношении знать, уметь, иметь практический опыт, который вы можете дополнить те дисциплины, которые на сегодняшний момент уже определены примерной образовательной программой. Значит, если взять саму примерную образовательную программу, в любой образовательной программе, примерной образовательной программе прописан перечень документов, на основании которых она разработана. Это точно такой же перечень, который предусматривает методику разработки как учебных планов, самих учебных программ. Значит, затем это разработки порядка организации общественной образовательной деятельности по образовательным программам, входящим в ТОП-50. Этот перечень, он единственное, что варьируется в зависимости от того, какую специальность реализует то или иное учебное учреждение. Так, если взять саму разработку, значит, остановимся на чем? Значит, то, что непосредственно на сегодняшний момент прописано как в ФГОС СПО, так и в примерной образовательной программе. Так, вот почему в первом предложении я отметила «и». Значит, по крайней мере, на сегодняшний момент вы увидите во всех федеральных образовательных стандартах прописано с учетом. Почему отметила «и»? Потому что мы столкнулись с тем,
что на сегодняшний момент разработать учебный план нужно было в первую очередь руководствоваться примерной образовательной программой, а затем уже рассмотреть те нюансы, которые на сегодняшний момент прописаны в АЗах, то есть ФГОС, СПО по той или иной специальности. То есть содержание СПО по специальности определяется образовательной программой, разрабатываемым утверждаемым образовательным учреждением в соответствии с настоящим ФГОС СПО. И, соответственно, с учетом примерной образовательной программы. Если взять непосредственно то, что взяли мы в качестве примера специальность 090206 сетевое и системное администрирование. ФГОС нам предусматривает обучение очное, очно-заочное обучение, при котором предусмотрены различные сроки обучения в зависимости от того, как мы принимаем наших обучающихся на базе 9 или 11 классов. В колледже экономики, права и информатики СГУ у нас обучение идет на базе 11 классов, поэтому вот на базе среднего общего образования обучение составляет 2 года 10 месяцев. И из того перечня квалификаций, который на сегодняшний момент предусматривает ФГОС СПО, мы выбрали только одну из них. Это перечень квалификаций, это сетевой и системный администратор. На ваше усмотрение, то есть вы получаете сами, самостоятельно, организация выбирает уровень квалификации, который будет освоен нашими выпускниками по образовательной программе. Если рассмотреть саму структуру образовательной программы, на этом уже останавливались. Значит, структура образовательной программы включает обязательную часть, то есть часть, которая формируется, и вариативную часть. Если берем нашу обязательную часть, которая определяет перечень общих и профессиональных компетенций, составляет не более 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. То, что касается вариативной части образовательной программы, как в стандарте прописано, это у нас идет те дополнительные компетенции, которые вы можете отразить в учебных программах тех дисциплин, которые организация также выбирает самостоятельно, в зависимости от того, какой блок вы хотите расширить. То есть вы расширяете блок либо общий, наш общегуманитарный, дальше либо естественно научный, либо общепрофессиональный. То есть это самостоятельное решение данной организации. Значит, составляет вариативная часть не менее 30%. То есть конкретное соотношение, вот как у нас в ФГОСе прописано, конкретное соотношение объема обязательной вариативной части образовательной программы, образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС, а также с учетом примерной основной образовательной программы. Вот слайд есть, вот, где вот мы с вами определили для себя, это вот то, что касается обязательной части, это 69,9% и 30,1% это для вариативной части. Если рассмотреть саму структуру образовательной программы при формировании учебных планов, те блоки, которые осветила, значит, получается общее гуманитарное, социально-экономический, математический, общественно, общий, естественно-научный, общий профессиональный цикл государственной итоговой аттестации. Так, значит, в этой табличке то, что является обязательным, прописано конкретным числом. То есть часов, которое должно обязательно отражаться в учебном плане. Это 216 часов для государственной итоговой аттестации. И общий объем образовательной программы, вот это чисто для нас, для 11 классов, это 4464 часа, который включает как обязательную часть, вариативную часть, включая самостоятельную внеаудиторную работу. То, что прописано и вот выделено, вот это количество часов по каждому циклу образовательная организация должна выдерживать. То есть вы можете сделать больше, но меньше этих количества часов вы не имеете права сделать. То есть это прописано у нас и в примерной образовательной программе, и в федеральном образовательном стандарте. Так, если рассмотреть сам порядок реализации, значит, здесь опять заостряю внимание то, что у нас прописано: перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин, модулей образовательной программы
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом примерной образовательной программы по соответствующей специальности. Как мы в своей практике поступили? Мы взяли за основу примерную образовательную программу, перечень дисциплин, перечень модулей, перечень междисциплинарных курсов был полностью дублировал примерную образовательную программу. То есть ничего дополнительного мы не вносили. Если мы хотели расширить какую-то часть, допустим, междисциплинарных курсов при разработке модулей, то мы здесь уже учитывали те знания, умения, которые наш обучающийся может получить с точки зрения профессионального стандарта. То есть вариативную часть вы можете здесь добавить тоже самостоятельно. Дальше, второй момент. Для определения объема образовательной программы, образовательной организации может быть применена система зачетных единиц. При этом одна зачетная единица соответствует 32-36 академическим часам. Чтобы не отходить от старых наших федеральных стандартов, мы для своих учебных планов оставили 36 академических часов. То есть, как вот обучаемся мы при 6-дневной рабочей неделе, это по 3 пары в день. То есть не стали мы возвращаться вот к этим 32 часам. Так, дальше. При проведении учебных занятий и практик, при освоении учебных циклов, образовательной программе в форме очного обучения должна выделяться не менее 70% от объема учебных циклов образовательной программы. То есть порядка 70% у вас должна состоять ваша аудиторная нагрузка. То есть то, что идет остальное, то есть 30%, вот та самая самостоятельная внеаудиторная работа. Посмотрела в своем плане, значит, получается, при разработке своего плана у нас получилось 70,1, это аудиторная нагрузка, а все остальное получилось, это у нас внеаудиторная нагрузка. Дальше, следующее, это что обязательным элементом является. Для каждого цикла в примерной образовательной программе прописан перечень дисциплин, который может содержаться в том или ином цикле образовательной программы. В частности, это касается общегуманитарного нашего цикла, где основные предметы остаются философия, основа философии, история, психология общения, иностранный язык, профессиональной деятельности, физическая культура. Для физической культуры не может иметь не менее 160 академических часов. То, что касается безопасности жизнедеятельности, в объеме 68 академических часов. Так, то, что касается остальных блоков, то есть нашего естественно-научного и общепрофессионального цикла. Значит, в этих блоках в примерной образовательной программе прописан перечень дисциплин, которые мы должны просто руководствоваться требованиями как ФГОС, так и примерной образовательной программы, должны прописать в своем учебном. То есть они являются для нас обязательными. Все остальные дисциплины, которые мы включаем, они являются у нас. Вот в качестве примера взяла то, что у нас часть нашего фрагмента учебного плана. То, что вот на сегодняшний момент обращаю внимание. Раньше у нас было 54 часа максимальная нагрузка и 36 часов обязательно. На сегодняшний момент 36 часов, то есть вот то, что говорила, академические часы составляют 32-36 часов. Мы выдержали 36 часов, не отходя от предыдущего стандарта. Но вот эта вот часть максимальной нагрузки на сегодняшний момент не является обязательным элементом. То есть вот эта часть у вас может быть гораздо ниже, чем 54. То есть вот на этот момент не заостряет внимание на сегодняшний момент ни ФГОС, ни примерная образовательная программа. Дальше, то, что касается вот общего количества часов. Общее количество часов максимальной нагрузки 4464 часа. Из них получается 3132 часа, вот это 70,1 включается обязательный блок. И то, что касается внеаудиторной, это вот 1332 часа, то есть менее 30%. То, что как раз положено в соответствии с требованиями примерной образовательной программы. Так, на этом блоке тоже показываю то, что есть вот этот перечень обязательных дисциплин, и вот это есть перечень
вариативной части, которую организация определяет для себя самостоятельно. Количество часов для дисциплин вариативной части в примерной образовательной программе у вас нет. То есть это вы делаете самостоятельно, определяя в зависимости от этого перечень общих и профессиональных компетенций, которые закрепляете в учебном плане. Дальше, если рассматривать наш профессиональный цикл, так как это вот у нас 4-я составляющая учебного плана, значит, профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. Если данная таблица существует в ФГОС СПО, мы ею руководствуемся. Вот Елена Васильевна уже говорила, если таблицы нет, значит мы реализуем все модули, предусмотренные в соответствии с федеральным образовательным стандартом. В данном случае, если мы для себя, как колледж, выбрали квалификацию сетевой и системный администратор, соответственно, основными видами профессиональной деятельности останутся только 3 блока. То есть, получается, на сегодняшний момент в учебном плане остается 3 модуля. То есть, выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, организация сетевого администрирования и эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. То есть, другие 2 модуля мы, соответственно, в своем учебном плане не отражаем. Если рассмотреть далее, значит, какой момент? Любой профессиональный модуль, то есть вне зависимости от того, сколько у вас есть профессиональных модулей, они включают 2 вида практики. То есть примерная образовательная программа обязывает нас иметь 2 вида практики. Это учебную и производственную. Единственный момент, что программа выстроена каким образом, примерно имеется в виду образовательная программа, то, что там учебная практика постепенно переходит в производственную. Иногда такое вот количество часов может что, вас испугать. То есть, если посмотрели мы примерно нашу образовательную программу по данной специальности, сначала мы, конечно, были испуганы тем, что, во-первых, учебная практика была написана 35 часов. Либо 33 часа, либо 31 час. То есть вы сами понимаете, что у нас эта пара наша составляет 2 часа, то есть 45 и 45 минут, то есть час 20. Так, каким образом данная программа была примерно выстроена, что, допустим, учебная практика 35 часов, а производственная практика 101 час. То есть в сумме мы получаем, что четное количество. Так, в принципе, руководствуясь этой примерной образовательной программой, мы выстроили, так как у нас все-таки 36-часовая рабочая неделя, значит, мы выстроили каким образом? Если прописано было 35, мы сделали 36 часов, и за счет этого сократили час за счет производственной практики. То есть вот такие моменты допускаются при формировании учебного плана. Так, дальше. То, что касается учебной производственной практики. Вот здесь какой момент. Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемую на проведение практик, определяется в образовательной программе в объеме не менее 25% от профессионального цикла образовательной программы. То есть, суммируя все учебные и производственные практики, вот эта величина, количество часов не должна быть вот не менее 25% от профессионального цикла. Это включает все практики по тем профессиональным модулям, которые предусмотрены в рамках вашей специальности. Так, если рассмотреть как итоговая часть вот этого учебного плана, то есть наш календарный учебный план. То, что касается учебной практики, так как она проводится в стенах учебного заведения, так, вы можете присмотреть 2 варианта. Либо проводить ее концентрированно, то есть, допустим, у вас 72 часа, вы проводите ее 2 недели. Либо проводить рассредоточенно. Значит, что это предусматривает? Что, допустим, раз в неделю у вас 1 день, то есть в течение 6 часов будет выделен на учебную практику. То есть допускается 2 варианта. Значит, какой вариант выберет учебное заведение при формировании учебного плана, вы, соответственно, отражаете как в календарном учебном графике, так и в соответствии в программе соответствующей практики. Так, в результате что мы имеем? Значит, получается, вот то, что закрашено, значит, заштриховано, вот это как раз обозначает
то, что учебная практика является рассредоточенной, то есть она идет в течение всего семестра. Почему мы поступили таким образом? Так как у нас набор на эту специальность составляет порядка 50 человек, то есть 2 группы. На сегодняшний момент по этой специальности учатся 3 группы. Так, поэтому, то есть, чтобы не вот эту концентрированную часть, потому что мы не можем задействовать все наше МТО, то есть все наши лаборатории для того, чтобы реализовать практику именно концентрированно. То есть мы поступили в такой ситуации, следующим образом сделали ее рассредоточенной в течение учебного семестра. Так, и таким образом, что у нас получается в рамках календарного учебного графика? Так, то, что касается сессии. Если берем ФГОС наш старый, раньше у нас было предусмотрено промежуточную аттестацию всего 5 недель. На сегодняшний момент этого критерия нет. Вы определяете количество недель на сессию самостоятельно, в зависимости от тех количеств экзаменов, которые у вас есть. Каким образом мы и поступили, то есть на промежуточную аттестацию идет 8-10 недель. Так? То есть получается, вот этот момент мы с вами, в данном случае, мы выдержали. Так? И в отношении каникулярного времени, которое предусмотрено 10-11, так, вот этот момент тоже выдержан. В результате, что у нас получается? Общий объем, количество недель для реализации данной программы составляет 87. Так, да, следующим моментом, который должен был бы отразиться тоже в учебном плане, то есть это перечень компетенций, дисциплин и модулей, которые предусмотрены по данной образовательной программе. Этот перечень компетенций, как общих, так и профессиональных, мы взяли из примерной образовательной программы, то есть руководствуясь ей. Единственное исключение было, когда компетенции общие и профессиональные мы выстраивали по вариативной части. То есть с учетом того, каким образом мы будем реализовать либо профессиональную часть, либо общую часть, гуманитарную часть. То есть то, что касается профессиональной части. Здесь еще, так как у нас по данной специальности существует профстандарт, так, то есть, опять-таки, учитывая знания, умения, которые требует этот профстандарт, мы в данном случае учли те компетенции, которые могут быть предусмотрены в рамках вариативных. Так, следующий момент – это условия образовательной деятельности. Значит, здесь прописывается перечень кабинетов, мастерских, полигонов, студий, тренажеров, спортивных комплексов, залов, которым должна обеспечена данная образовательная деятельность. То, что как раз закреплено и на момент лицензирования было определено. И весь этот перечень тоже прописан в примерной образовательной программе. И мы руководствуемся примерной образовательной программой. Так, то, что касается вот этого блока пояснений. Так в этом блоке как раз прописывается, что включается, определяется, какое количество часов отводится на вариативную часть и как она определена, в зависимости от перечня дисциплин, которые определила образовательная организация. И следующий момент – это в отношении, соответственно, практики. То есть то количество практики, количество часов, которое выделено на учебную практику, и вы определяете, какая она является для вас концентрированная или рассредоточенная. Так, вот то, что касается ГИА, то есть вот здесь момент какой? С новыми всеми изменениями, вот здесь вы определяете самостоятельно. Либо у вас будет защита выпускной квалификационной работы, либо демонстрационный экзамен. То есть в учебном плане эти пояснения допускается прописывать. Так, и общее количество часов, которое идет на ГИА, вот, в соответствии с требованиями структуры образовательной программы, составляет 216 часов. То есть вот это 6 недель, которые должны были быть решены. Так, у меня основная информация, у меня вся. Вот, пожалуйста, вопросы. Примерную образовательную программу. Беру, скажем, самую понятную основу философии. Всего объем образовательной программы в академических часах по основе философии 36 часов. Работа обучающейся во взаимодействии с преподавателем 24 часа.
То есть вот эти 24 часа студент работает аудиторно, 12 внеаудиторно. Вот эти внеаудиторные часы студентов мы где-то оформляем? Аудиторные часы. Значит, если берем мы нашу образовательную программу, сейчас я вернусь. Да, то есть здесь очень плохо видно, я согласна. Сейчас. Вот если смотреть вот философию. Так. Вот, философия. Так, вот смотрите, получается, вот по нашей примерной образовательной программе основа философии у нас составляет 48. Из них 30 это лекционный материал и 18 это у нас практика. То, что касается самостоятельной, мы определяем самостоятельно. Это сверху идет. Нет. Работа 20% не входит в объем. Нет. Нет. 44-64. Нет. Нет. То есть получается, смотрите, если в примерной нашей образовательной программе прописано 48 часов, из них вот деление идет на 30 и 18, то, что касается внеаудиторной, вот эту цифру вы определяете самостоятельно. Но в итоге вы ходите на 44. Вы можете любую примерную программу? Любую примерную программу из реестра откройте, пожалуйста. Вот. Ольга Васильевна, давайте по вашему плану еще. Сейчас, минутку. Это? Видишь, там получится, по 09 есть. Понятно, что 44-64 самостоятельная работа должна входить по методическим рекомендациям в объем образовательной программы в часах. Объем образовательной программы 44-64, да, вот по сетевому администрированию. Вы знаете, Значит, 20% самостоятельной работы мы берем из этого объема, а не сверх. Хорошо. Да? Хорошо. Я пыталась сделать, вот я вам говорю свой пример, каким образом пыталась сделать. Я пыталась сделать чисто по вот этой образовательной программе, то есть выстроить количество часов. Причем здесь каким образом написано? Занятия по дисциплинам и МКД, МДК. Значит, всего по учебной дисциплине у вас 48, в том числе лабораторных. Самостоятельно здесь нет. Там же воздействие. Дальше ссылочка снизу. Да. И дальше внизу ссылочка. Объем самостоятельной работы обучающийся определяется образовательной программой в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Так. В 8 столбце она есть самостоятельно. Да, Это очень большой вопрос. Вот, видите, здесь пусто. А у нас есть, у меня есть. Вот у вас есть, тогда вы его это используете, понимаете? У нас этого нет. Тогда сколько можно увеличивать эту самостоятельную работу нам, или мы ее оставляем такую? Вы имеете право ее увеличить. Для вас программа является, но не менее того, что там написано. Понимаете? Вот у вас написано 12 часов, так? Я делала чисто, если вы смотреть саму вот эту примерную программу, я сначала сделала, как там написано в этой примерной образовательной программе. Прямо количество часов, и она у меня не выстроилась, потому что написано в примерной образовательной программе. Я не сошлась в количестве часов, Если которые там написано. Да, если распорядительно распределить, да, она сойдется. Да. Так? То, что касается самостоятельной работы, вот самостоятельная работа у нас не прописана, мы ее делали самостоятельно, действительно самостоятельно. Если она у вас прописана, вы этих цифр должны придерживаться, но можете увеличить, но не сделать меньше. А почему тогда вот в методических рекомендациях написано, что учебная нагрузка студента составляет 36 часов, включая все виды обязательной аудиторной нагрузки и самостоятельной работы? Раньше было 54, сейчас 36. Вот это как-то Дело в том, что каким образом прописано, что у вас получается, сейчас вот вернусь к презентации. И самостоятельная не тарифицируется работа, самостоятельная Они работа. не тарифицируются, все правильно. Не тарифицируется. Тогда из 36 часов я беру специалистов среднего звена программы. Тогда 36 часов, из них 30% не тарифицируются, тарифицируется только 70. Угу. Вот Правильно. эти остальные часы, где я должна записать, чтобы студент выполнил ФГОС?
Вот это непонятно. Каким образом, да, это действительно непонятно. На сегодняшний момент каким образом мы решили, Да. так? То есть это разработать график консультаций, который будет должен оплачиваться отдельно. Он не может оплачивать. Методические консультации не тарифицируется и не оплачивается. То есть здесь, по сути дела, в рамках старых ФГОС мы это сделать можем, в рамках новых ФГОС мы это сделать не можем. В рамках старых ФГОС у вас предусмотрено каким образом было? 4 часа на одного студента, на одного обучающего. Это консультации, да? Вот, это было предусмотрено. Это вот можно оплатить. А самостоятельную работу вы оплатить не сможете. То есть это идет самостоятельная работа студента. Ну, я понимаю, что мы оплатим. А как мы это оформлять должны? Мы ее С графиком записывали в консультации. РПД. Мы в данном случае самостоятельную работу при разработке, у нас учебно-методические комплексы. Значит, учебно-методический комплекс состоит из, получается, рабочей программы, дисциплины и учебно-методических материалов. Как раз вот эти учебно-методические материалы предусматривают вот эту самостоятельную работу студента. Вот. Но в рабочей программе вот эта самостоятельная работа прописана с перечнем работ, которые будет проводить данный студент. И контроль в рамках самой дисциплины. Расписание как? Кстати, это расписание консультации, чтобы 36 часов. Самостоятельно доставлять? Вот я говорю, ну как? Самостоятельной работы у вас не будет. В учебном плане, посмотрите, 1464, 1332 часа самостоятельная работа и 3130. Это аудиторная. В сумме получается 44,64. У вас самостоятельная работа входит в технический объем? Входит. Не входит. Она входит. Да, дед, минуточку. В В расписании вы ее не ставите. Правильно ведь? Общее. Вы самостоятельную работу в расписании ведь не ставите, правильно ведь? Вы ставите какую? Аудиторную какую? И практическую работу, правильно ведь? В расписании будет всего 24 часа в неделю. Да. Получается, да. А остальные 12, они будут заниматься самостоятельно. Так получается. Вот у нас 36 часов в неделю в методических рекомендациях. Вот по ФГОС тоже так получается. 36, включая неаудиторную самостоятельную СР, да, и обязательные часы, да. 30% неаудиторной самостоятельной. Ну, дело в том, что, смотрите, 12 если... часов не аудиторная. Я поняла. Мой студент будет заниматься аудиторно 24 часа. Так получается? Судя по примерно-образовательной программе, да. Да? Но дело в том, что он у вас должен заниматься сколько? 36 часов, правильно? У вас примерная Да. программа не включает вариативную часть. Вы не Да, забывайте про это, Включает. Включает. Вот у вас включает, у нас-то нет, понимаете? Мы вариативную часть разрабатывали самостоятельно. И всю самостоятельную работу тоже разрабатывали самостоятельно. У нас немножечко вот оно в другом ракурсе было сделано. Поэтому вот вопрос этот и не возникал. Понимаете? То есть вот эти 36 часов мы, получается, в рамках аудиторной нагрузки как раз и выдерживали. А у вас получается что? У вас прописана какая? Самостоятельная работа, правильно? В примерной образовательной программе. Я считаю, что в этой ситуации, может быть, действительно эти часы самостоятельной работы учесть. То есть формируя, имеется в виду 36-часовую рабочую неделю. Нет, коллеги, С учетом. у нас такое было по аналогии на программах аспирантуры, которые предполагают большой объем самостоятельной работы. Были виды работ. Самостоятельная работа под руководством преподавателя. Прямо включено в расписание. Включено, вот именно, что включите. Была просто самостоятельная работа. Помните, раньше писали день самостоятельной работы. Тем более у нас для этого были... Да нет, я понимаю, нет, вы не смешиваете две вещи. Вы должны смоделировать программу. Вопрос оплаты преподавателям – это совершенно другой вопрос. Нагрузка студентов в рамках 36 часов, но для доказательной базы нет требований к формированию расписания. У вас идет 32-36. Вы должны показать эти 36. Соответственно, вы можете прописать те вещи, которые вам нужны. Мы прописываем, у нас никогда вот в этой части претензий не было. Писали просто самостоятельная работа, где нужно было показать, что это в аудитории, с указанием аудитории писали самостоятельная работа под руководством преподавателя. Но у нас по программе высшего образования это допускается, что мы этот вид преподавателя. Мы поскольку там нормативы моделируем сами. То есть мы какие виды работ хотим включить и оплачивать, те включаем и оплачиваем. Так, посмотрите.
Есть вариант, да? И сейчас на самом деле факультативы также проводим, не включаются в образовательную программу, но есть требования федерального закона. Получается, сверху и снизу сетки отдельно оплачивается преподавателю. В общий объем образовательной программы не включается. В каком объеме их проводить, мы тоже определяем сами. Но то, что они должны быть, это по закону нашего. Ну, в расписании у нас такое было, когда мы ставили день самостоятельной работы, и тем самым выравнивали вот это. То есть у вас получается нагрузка студента 24 часа обязательно. Остальное все... Ну, вот этот план усматривает 36, потому что вот это вот... 36, у вас из объема часов Вы не возьмете, не получится у вас. И плюс, я говорю, вот эти 4464, они включают самостоятельную работу. Значит, единственное исключение вот от вас в чем? От ваших стандартов, которые у вас есть. У вас прописана самостоятельная работа, а мы ее определяем самостоятельно. У нас это примерно... Нет, внимательно план посмотрите, он там... Да, вопросы... Да, пока учебный план не видно, коллеги, Да. наверное, Он там сложно зашит, говорить. можно посмотреть в подробностях, на нормальном экране компьютера его хорошо видно. Конечно, потому что в нашем примерном плане понятия самостоятельной работы там нет. А у нас А чуть у нас есть такое, вот, 48, 24 и... У нас нет таких. Значит, у вас аудитория 36, да. Получается, раньше была аудиторная работа плюс самостоятельная работа. А сейчас вот всего по УД-МДК количество часов, и из них мы берем самостоятельную работу. У меня, например, основа философии получается всего 36 часов, 30 это занятия с преподавателем и 6 часов самостоятельной работы. Ну, пока понятно, но непонятно. Это получается, что у нас преподаватели, педагогическая нагрузка сразу на 30% становится меньше. Вот и все, коллеги. Да. Я понимаю, подоплёка всех этих общих, к сожалению, да. Елена Васильевна, то, что вот произошло сейчас на высшем образовании, правильно? Ведь она снизилась на 40%. Программа высшего образования сокращается. И если учесть, что у нас учатся студенты из самого высоких оценок, организовать индивидуальную самостоятельную работу достаточно сложно, очень сложно. Согласна. Особенно это уровень программ подготовки квалифицированных рабочих служащих. Там будет проблем масса. Не аудиторная самостоятельная работа. Хотя у нас есть и методические рекомендации, и проектирование, программы проектирования. Но это очень большая проблема. Я не знаю, кто придумал. У меня такой же вопрос. Слов возник. нет. Такой же вопрос возник с учетом того, что когда мы состыковывали ФГОС и примерную образовательную программу, и она просто иногда не соответствовала тому, что было написано. Вот эти моменты, да, мы с этим столкнулись при разработке учебного плана. И те часы, которые на сегодняшний момент выстроены, да, мы вышли вот на эту сумму 4464 часа, но за счет вариативной части. Только за счет вариативной, которую мы предусмотрели вот в этих различных блоках. Коллеги, я еще внимательно смотрела, вот это, читала методические указания, вот хотела бы обратить ваше внимание на консультации. Там четко определено, что консультации мы распределяем только на экзаменационные дисциплины и курсовое проектирование. Все. Да, да. Не сверх времени? Нет, сейчас вот так. 100 часов полностью на весь период только обучения. На экзаменационные дисциплины, на экзамены и на курсовое проектирование. Сверх идет, да? Ну да, как раньше идет. Это консультации. Да. Но это не внеаудиторная работа. Еще хотела бы обратить ваше внимание. Ну, у меня здесь вопросы, конечно, по общеобразовательной подготовке. Там в новых рекомендациях, которые дополнительны к письму по организации среднего общего образования в рамках основной программы, там, насколько я поняла, может быть, я еще консультировалась, там всего общеобразовательных дисциплин, я так поняла, должно быть 10. Вы на это обратили внимание? С учетом того, что у нас должен быть индивидуальный проект, мы должны ввести такую дисциплину, как основа проектирования, у меня называется основа исследовательской работы. У нас тоже она есть. Так, и еще появляется дисциплина астрономия. 3 обязательные дисциплины. Это я правильно рассуждаю или нет? Правильно. Сколько
Только 10 общеобразовательных дисциплин, не более, да? 10, да. У меня было больше раньше. Не знаю. То есть из которых вот эти 3, которые назвали, являются обязательными. И как мы будем выполнять вопросы среднего общего образования? Вот эти у меня еще появились, которые я пока не нашла. А в методических рекомендациях четко стоит 10 общеобразовательных. Что выбирать? Нет. Обращаться рекомендации. Рекомендации ФИО, правильно? Да, 2015 года. Конечно, Коллеги, Больше, конечно. еще раз вам напоминаю, что у вас есть такой механизм, как обращение в наше федеральное министерство, теперь уже просвещения, с официальным запросом. На официальный ваш запрос в электронном виде, рекомендую это делать, вы должны получить ответ не позднее месяца. Знаете, у них сейчас у них один ответ. Идет реорганизация министерства. Пока они на эти вопросы очень долго отвечают, не месяц. Реорганизация. Вот вся проблема. Коллеги, давайте мы тогда будем заканчивать. Я рекомендую вам все вопросы, которые у вас остались, сформировать. Возможно, мы каким-то образом попробуем их общим блоком отправить, да, от республики уже, да, то есть не от конкретного образовательного учреждения. Посмотрим, как этот механизм можно реализовать, потому что у многих учреждений есть эти вопросы. Еще один вопрос, который был задан в рамках предварительного сбора информации, это по поводу курса основ финансовой грамотности, который, да, вы спрашивали, почему он не был реализован. Он запланирован у нас на второе полугодие, он будет реализован приблизительно в ноябре месяце. Следите за информацией на нашем сайте, мы дополнительно вас известим и отправим информационные письма, в том числе в образовательные организации, по поводу этого обучающего семинара.